Урметлі сейірчілер, yayınımız devam ете. Мультфильмні сейреттік, асыл папирлерінің hikayeleri вақыт мерақлы ve asılda öyle güzel, acayip maceralar vaqt bizge taqdim etile. Biz olarını seyretemiz. Sonra ise bu studiyada misafirni qabul etemiz ve bugün de aynı olacak. Siz, hürmetli seyirciler, davetlisiniz. Doğru sözler ve men tasdiqlayım. Ondan gayrı bugünkü misafirlerimiz elbette sanat hakkında laf ettiler, güzellik ve böyle tatlılıklar men belirlesem endi da bir güzellikle tanış olacağımız. Bizim stüdyamızda Ava Medjitova, stilist, vizajist olarak teşrif buyurdu. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Салям алейкум. Как началось ваше утро? Как всегда, с кофе. Традиция. Симферополь, вот на данный момент уже 9 утра, пробки. Не столкнулись с этим? Я из дома выехала в 6 утра и поехала сначала в салон собираться. Пробок не было. Машаллах. Сколько лет вы работаете визажистом? Именно как визажист год, а парикмахером 3 года. А почему именно выбрали эту профессию или хотели с детства? Нет, на самом деле как-то профессия меня сама нашла. С детства меня тянуло к чему-то красивому, к творчеству, к созданию что-то, чтобы радовать людей. А что именно я пока не знала, наверное, до 11 класса. А потом попался случай просто пойти по этой специальности. И Помните свою первую работу и что вы сделали? да, моя работа до сих пор у меня на странице. Моя первая невеста. Но на самом деле я тогда, не зная, как это делать, и результат такой же, как вот сейчас, я уже, допустим, грамотно обучилась этому, и результаты одинаковые. А как вы это сделали? Не знаю, оно само. Ну, я на самом деле немножко далек от этой темы. Все-таки я не всегда понимаю. Вот, например, у Гульджан много вопросов на тему красоты, что сделать, как сделать еще лучше, еще красивее. Меня все-таки вот такой вопрос просто интересует. Как нужно человека убедить, что именно этот образ ему подходит? На самом деле не всех получается убеждать. Я, скорее всего, я пытаюсь настаивать на своем. Как убедить? Может, какой-то образ? Именно Ну, что сказать нужно человеку, чтобы он вам поверил? Сказать, скорее всего, позвать третье лицо и со стороны, чтобы он оставил комментарий. Всегда совет, либо его пофоткать, его образ, и чтобы он сам убедился, как это выглядит со стороны. А иногда вот в процессе предложений образа вы показываете различные фотографии, как это было и как это есть, чтобы человек Да, поверил? конечно, чтобы сравнивать с чем-то. Вот у нас есть такое вот немножко пару фотографий о том, как люди, у них были длинные волосы, а потом они решили постричься. Вот ваше мнение, как вообще, стоит ли некоторым людям, девушкам длинные волосы поменять на короткие? Вот что-то наподобие такого. Я за длинные волосы. Ага, Девушка то есть вообще- должна носить, потому что для девушки волосы это украшение. Но есть единичные случаи, когда действительно это смотрится нереально круто. Это исключение. Исключение. А вот сейчас я больше например, к такому перейду. Вот цветные волосы. Это как? Креатив, не знаю. В принципе, у меня внутри такая борьба по этому поводу. Вроде бы я сама не крашеная, но мне это очень нравится. Вот сейчас приготовьтесь, у меня вопрос, отношение ваше к такому. Негативно. Негативное. Хорошо, на самом деле, очень интересно. А все-таки, глядя на нас, давайте такую немножко практическую работу проведем. Что бы вы могли посоветовать нам? Мы не обидимся. Да. Я не знаю, на мой взгляд, с вами работают профессионалы, потому что что-то советовать
Мне нравится стрижка, мне нравится укладка, макияж у вас. Я хотел какой-то критики. Я хотел какой-то критики. Все-таки у Гульджан больше вопросов? Давайте я спрошу. Мне интересно, какие сейчас актуальные прически у современных девушек. На данный момент, скорее всего, это более естественность. Есть такой стиль даже, как естественная небрежность. Это утром Чрезмерно проснулась не и поехала. лакировать волосы. Да, можно утром проснулась, так косичку заплести, если красивое украшение, и все, это уже прическа. А вот в По поводу интернете... стрижки. Хорошо. Стрижки я стараюсь сильно не вникать в эту тему. А стрижки, ну, мне нравятся длинные волосы. Это каскад кому идет, да. А каре, ну, скорее всего, я бы советовала уже женщинам в возрасте такое. Вообще, в интернете очень много шуток на тему причесок женских. Ну, то есть, когда накрутила и захотела выпрямить, когда выпрямила и захотела накрутить, то есть извечная проблема. Потом, когда идет дождь, волосы сами по себе вьются. Вот такой вот вопрос. Если вот уже хочется чего-то нового, но не хочется ничего делать, и вот многие прибегают к методу завязать волосы в пучок. Это классно? Это классно? Да. Можно 2 пучка, это сейчас модно. 2 пучка это как? Это... 2 гульки. Да? Вот это интересно. Далеко я от моды отстал. Мужские стрижки. Не занимаетесь? Не интересуетесь? Занимаюсь, но хочу уйти от этого. Не Почему? актуально. Ближе мне работа с девушками. Интересно. Все, мужская тема на сегодня закрыта. По поводу макияжа, как можно подчеркнуть, что красоту и особо не краситься? Это индивидуально, на каждое лицо нужно смотреть. Для кого-то это будут акцент на брови, допустим, у кого-то можно стрелочки выделить, а все остальное настолько нежное. Либо кому-то яркую помаду, даже фиолетовый сейчас модный, и больше ничего, в принципе, не красить. А вообще, почему вот мода появилась на вот эти все фиолетовые цвета? Это идет за границы. Ну а с чем оно связано? Все-таки, ну, фиолетовый цвет, что он придает человеку? По образу? Вот нет у вас такого своего личного мнения на эту тему? Я просто очень Нет, но часто я бы не вижу сказала, что именно фиолет. А какой еще? А вы темно-синие губы не видели? Просто по городу идет девушка с синими губами. Ну, это Как мне что-то мужчина, пятый что ли? элемент, если честно. Нет, на самом деле цвета разные. Это фиолет, ну синий, да, конечно, редко, но есть бордо, красный и темные тона. Я бы не сказала, что вот именно фиолет. Какой у вас любимый такой стиль макияжа и почему? Смоки. Не знаю, мне нравится, когда акцент на глаза идет, когда взгляд выразительный. Ага. То есть вот это вот все, это сколько времени должно занимать? Вот это все надо ухаживать за собой, да? Это вот эти постоянные походы к специалистам. Вот сколько нужно человеку вот в день времени, чтобы полностью, абсолютно вот Быть готовой? абсолютно быть готовым, я не знаю, к любой ситуации. На самом деле это такой вопрос. Изначально, чтобы накраситься, сделать прическу, одеться, ну, часа 3, наверное, девушке нужно. Потому что час макияж, час прическа, это если куда-то на свадьбу на вечер, и одеться. А иногда это получается за 15 минут. Ага. А вот смодулируем ситуацию. Парень пригласил девушку. Вот за сколько... Нет, вот он назначил время, допустим. За сколько ему позвонить, предупредить, чтобы она начала готовиться? За час? Просто навстречу, да, час минимум. Ого. Бекледжингали. А если они уже там года 3-4 встречаются, можно и за 5 минут выйти так в халатике. Да, к такому шоку, говорит, он не был готов. Интересно, на самом деле. Ну, все-таки
Я сторонник естественной красоты. Несмотря на себя сейчас. Вообще, естественная красота, что ваше мнение по поводу этого? Я очень хорошо к этому отношусь. Несмотря на то, что в нашем мире сейчас встречают по одежке, но, скорее всего, на первое свидание я бы пришла без макияжа и без укладки, чтобы человек больше тебя прочувствовал. Все равно, когда естественность. Но естественность такое дело, что нужно что-то подчеркнуть все равно. Совсем умыться так не пойдет. Ну да, согласен. А вот естественность во внешности хорошо. Но, опять же, внутренний мир должен человека быть. Безусловно. Человек должен быть всегда открыт, всегда прост, и тогда к нему будут тянуться. Когда люди видят изменения, да, в лучшую сторону, что они ощущают? Вот когда вы красите, эффект. После этого что они вам говорят? Я очень люблю эти эмоции, когда вижу девушек, особенно когда красишь, отворачивая от зеркала, а потом поворачиваешь, это крики типа «Вау, ничего себе! Неужели это я?» На самом деле круто, и это то, ради чего я работаю. То есть желательно во время всей работы, чтобы человек не видел себя в зеркале, да, чтобы только видел начальный и конечный результат. Да. Такой маленький психологический совет. Может, у вас есть отдельные советы, как краситься девушкам вот в такую погоду? Кстати, очень холодно на улице, сейчас уже зима приближается. Что девушкам нужно добавить В в образе. макияже, в образе? Ну, естественно, румян поменьше, потому что свой румянец будет на морозе. А если будет дождь, это водостойкая косметика. А Губы какого цвета? зима белого, синего. И индивидуально, по настроению. А вот приближается зима, опять же, к этой теме. Вот сейчас очень актуально, что должно быть у девушки, у женщины в сумочке из необходимого для макияжа, для ухода за собой, за лицом, за руками. Крем. И все? Ну, в моей сумочке в маленькой ничего, а я всегда хожу с чемоданом, в котором есть все. Ага, то есть вы, так сказать, Я всегда без готовы своей на любой сумки никуда, да. Ага, интересно. На самом деле, я надеюсь, что где-то в недалеком будущем вы нам все-таки продемонстрируете, что должно быть в сумке маленькой или в большой сумке, и мы наконец-то поймем все секреты, или вы нам не захотите открывать секретов, это уже на ваше усмотрение. Наш диалог подходит к завершению, и хотелось бы, чтобы вы чего-нибудь пожелали нашим телезрителям, может быть, даже телезрительницам. Телезрительницам я желаю всегда оставаться красивыми и больше все равно быть естественной. Меньше макияжа. Макияж должен быть уместен, он должен быть по случаю. А тогда человек будет восприниматься по-другому. Он будет более открытый и ближе, что ли. Мен Совет белесем профессионала. güzel tavsiyeler. Sağ olun Sabah Hanım kelgeniniz için ve böyle güzellik sırlarını bizge açtınız. Da sizni bu studiyada bekleymiz. Çok sağ olunuz. Сау. Урметлі сейірчілер, яйынымыз девам ете, бөле гүзеллік сырларыны огрендік, ама білеміз ке, гүзеллік сырлары ешбір вақыт бітмейжек, әр вақыт яңы, оле Тефселер, мода шекілері яңы деңіші. фельсефе пейда ола. Біз бұны огренежекміз, мейлі телеканалы Саба яйыны сізге бұнларны әпсіні аңлатырajak, ама біздің небетекі рубрикамыз біраз фарқлы мевзу ақында. Doğru aytasın Ali. Anda bizim böyle hayati tarzda turmuş böyle ailemizde neler bizge böyle közümüzge tuşe ve bizim suallarımız peyda ola. Din cihetinden bu doğru mu? Bu suallerge elbette Rahim Hoca cevap verecek. Buyurunuz.